Этот год для нашего народа, конечно, символический, потому что это год 80-летия депортации. Конечно, мало осталось уже в живых свидетелей, жертв депортации, и многие из них не вернулись домой. Мы домой вернулись. И в память годовщины депортации, 80-летней годовщины депортации, Хороденец Продакшн, а также люди, которые вот здесь рядом живут, откликнулись на наш призыв. Мы решили посадить 80 деревьев, причем рядом с джами. Пусть люди, которые приходят помолиться о тех, кто не дожил до счастья возвращения. Мен ярдым этмеге келдим. Айтылар, келіңіз ярдым yapmağa. Менің қарбаға сүргін етін келеді. Біз бұны ұнатмаймыз. Біз хламда тутамыз. Біз білеміз оны. Здесь мы решили в этом районе, в таком месте, посадить 80 ясеней и 80 деревьев павловния, чтобы показать, что наше дело здесь созидать, что Крым должен быть зеленым, красивым, уютным. И мы хотим, чтобы другие тоже подключались к нашей инициативе, сажали деревья. Нет, наверное, такой крымско-татарской семьи, которую бы не коснулась трагедия, произошедшая с нашими предками 80 лет назад. И вот та акция, которая сегодня прошла, я думаю, должна стать примером для всех наших соотечественников, чтобы та память о тех трагических днях жила вот в этих деревьях. И вот дерево как символ ростка, как символ возрождения давало возможность молодежи все-таки уверенно смотреть вперед и думать о будущем. Мы посадили дерево, чтобы оно было огромное и красивое. Прорастать корнями в землю – это именно то, ради чего мы вернулись. Да? Это то, что нас держит с этой землей. И к 80-летию депортации крымских татар, мне кажется, это лучший способ сохранить память о тех, кто погиб тогда. Это лучший способ сохранить, скажем так, наше предназначение для этой земли. Мы вернулись сюда не просто, чтобы прожить какую-то жизнь, мы вернулись сюда, чтобы облагородить эту землю.